нас есть соответствующие статьи в градостроительном кодексе, которые описывают функции одного лица, которое называют лицо, осуществляющее строительство, да, и другого лица технический заказчик. А, С точки зрения формальной логики, вот две статьи, 52 и 53 Градкодекса. 52 осуществление строительства, 53 строительный контроль. Там же написано все, кто что делает. Это надо вносить в договор отдельно? Да, потому что есть как в законе, а есть как мы договорились. В законе как должно быть. А мы можем, вот как, стройконтроль, понятно, у него есть понятный функционал, его действий, напрямую его взаимодействие с подрядчиком прописано в СП, что он выдает, куда он это записывает и так далее. Но на уровне договора вот это чаще всего не прописано. Ну, я не скажу, что на этой почве возникают какие-то споры. Это больше, наверное, вопросы организационного порядка, которые задают некоторые сложности в реализации проекта, потому что к нам часто обращаются руководители подрядчиков, говорят, вот что нам со стройконтролем меньше, а вот когда технический заказчик, как технический заказчик, не как стройконтроль. Вот мы про функции опять говорим. Вот мне сказали теперь вот ему все отправлять или написали, или вот, он будет это все согласовывать. А насколько, это корректно и обязан ли я руководствоваться его указаниями?